нас есть таблица с сотрудниками, в которой представлены фамилии, имена, отчество сотрудников, их должность и табельный номер. В верхней части таблицы мы сделали выпадающий список со всеми фамилиями сотрудников. Можем выбрать любого из них. Задача заключается в том, чтобы в зависимости от того, какого сотрудника мы выберем, выводить данные по нему. Например, давайте будем выводить должность для выбранного сотрудника. В решении данной задачи нам поможет функция VPR. Ее синтаксис вы видите на экране. Решение я напишу в ячейке C3. В качестве первого аргумента функции VPR мы должны указать искомое значение, то, что мы хотим найти. В нашем случае это фамилия сотрудника. Указать мы ее могли бы в качестве текста в кавычках, но в этом случае мы всегда будем искать одного и того же сотрудника. Наша задача использовать выпадающий список, поэтому удалим написанное и сошлемся на ячейку с выпадающим списком. Из нее будет подтягиваться текущее значение, и при его изменении результат вычисления функции VPR будет меняться. Ставим точку с запятой. Следующий аргумент функции VPR – таблица. Здесь мы должны указать диапазон, в рамках которого будет осуществляться поиск. Давайте выделим всю нашу таблицу. При необходимости вы можете выделить и меньшее количество столбцов в зависимости от того, какие данные вам нужны. Например, для решения нашей задачи с должностью столбец табельный номер нас не интересует, и мы могли бы его не выделять. Важно, чтобы в нашу таблицу попал столбец, внутри которого мы будем искать наше исходное значение, и столбец, из которого мы будем возвращать данные. Третий аргумент функции VPR – это номер столбца. И здесь есть небольшая особенность. Мы должны указать номер столбца в рамках той таблицы, которую мы выделили. Так как мы хотим искать должность, нас интересует столбец под номером 4. 1, 2, 3, 4. В рамках всего листа Excel он будет пятым, так как столбец А в нашей таблице не задействован, мы его и не учитываем. Ставим четверку, точка с запятой. Последний аргумент данной функции – интервальный просмотр. Это не обязательный элемент, его можно пропустить, и у него есть следующие возможности. Мы можем поставить единицу или истину, это вариант по умолчанию, он будет подставлен, если мы ничего не укажем, или же мы можем указать 0 или ложь. В случае, если исходный диапазон вашей таблицы отсортирован по возрастанию, вы можете этот элемент не указывать. Если же таблица не отсортирована или вы в этом не уверены, тогда лучше указать 0. Закрываем скобку, нажимаем на «Ввод» и получаем должность сотрудника Евдокимов. Он у нас генеральный директор. При этом, если мы в выпадающем списке поменяем Евдокимова на кого-то еще, например, Николаева, ее должность специалист.